Видеомост «Москва-Сухум» на тему «История, экономика и культура Абхазии» посвящен столетию образования Советского Союза. В организованном Центром социально-экономических исследований и информационным агентством «Спутник Абхазия» круглом столе приняли участие абхазские и российские эксперты. Кандидат исторических наук, главный научный сотрудник отдела истории АБГИ Станислав Лакоба, кандидат философских наук Олег Домения и доктор экономических наук Валентин Катасонов. Для широкой общественности эта тема мало чем примечательна. А между тем речь идет об образовании нового государства на территории Российской империи. Это был сложный период и сложный процесс. Открывая круглый стол, Олег Домения рассказал, что в первый период формирования СССР было много сложностей. Что касается темы советизации Абхазии, то она не только крайне интересная, но и крайне важная с исторической точки зрения. Накануне этого события, накануне Октябрьской революции, Февральской революции, Абхазия вообще на политической карте не значилась. Да и народ Абхазии, абхазский народ, тоже его статус, его положение было не определено. После Февральской революции уже они создают Абхазский народный совет, это структура политического характера. Но это еще не было субъектом политики, субъектом правовых отношений. На круглом столе детально обсудили советизацию Абхазии, ее значение в истории страны и развитие республики в СССР. В частности, Станислав Лакоба рассказал о значимости принятия Абхазским народным советом Конституции и Декларации абхазского народа. Очень многое произошло как раз 8 ноября 1917 года, когда Абхазский народный совет принял Декларацию и Конституцию абхазского народа. И фактически в этот период, особенно в 1917 году, когда Абхазия была частью Союза объединенных горцев Кавказа, было сформировано даже правительство такое, входил туда Семен Ашхацава, министром этого правительства. Потом Союз объединенных горцев Кавказа вошел в Юго-Восточный союз, где Абхазия была тоже представлена. То есть поэтапно происходили очень важные события. Я хочу сказать, что большевики, главная ошибка состояла, что они ставили вопрос только об установлении советской власти. Они не рассматривали вопрос национальной государственности. По сути дела, вопрос о восстановлении государственности как раз поднял первый абхазский парламент, Абхазский народный совет. Станислав Лакоба также рассказал о формировании Абхазской АССР и сложностях, с которыми столкнулась республика в этот период. В 1927 году Грузия добивается, чтобы Абхазия приняла уже новую конституцию с учетом как раз договорных отношений. И большая глава была включена из Конституции Грузии в Конституцию Абхазии, где говорилось о договорных отношениях. Самое интересное то, что в Грузии очень долгое время даже не знали об этом, что в статье 2 этой Конституции там обозначено, что Грузия является федеративным государством. Также была обсуждена тема автономизации Абхазии, произошедшей в 1931 году, и развития республики до этого момента. Конечно, очень много было неоднозначного, в этот период, очень много было сложного, до сих пор многие проблемы, они не выяснены. Олег Несторович здесь тоже сказал об этом. Но самое главное, что в 20-е, в начале 30-х годов, очень многое все же было сделано в Абхазии, вы знаете, в области экономики, культуры, науки были большие подвижки. Цикл круглых столов, организованных информационным агентством «Спутник Абхазия» и Центром социально-экономических исследований и посвященных столетию образования СССР, будет проходить до конца декабря. Рада Чачава, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.